полностью 100% татарскую кухню умеете готовить? Ну, да, умею. А все почему? Потому что смотрит все наши выпуски. Правильно говорю? Да, правильно И говорите. записывает все рецепты. Здравствуйте, дорогие друзья, Исән мисез! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем гостить в Муслимовском районе и, конечно же, продолжаем раскрывать секреты этого замечательного края. А готовит сегодня со мной заместитель директора по воспитательной работе Муслимовской гимназии Свия Закирзяновна Хабирова. Исән мисез! Исән мисез, Руслан. Что это такое у вас? Руслан, вы находитесь в нашем районе. Совершенно У нас верно. замечательный район. И мы преподносим вам замечательный оригинальный муслимский подарок. Это муслимский продукт, и ящик называется «Ящик вкусной еды». Позвольте, Бигзур Ахмед. Слушай, кстати, на скворечник похож очень. Это действительно не зря пошутил, потому что этот ящик можно потом использовать под скворечник. Вот так вот. Сначала Да. куштанаш, а потом скворечник. Да. Можно открою? Давайте откроем, посмотрим. Что же такое муслимовский куштанаш? Я вам расскажу, что находится в этом Вау. ящике. В этом ящике находятся продукты, которые выпускаются в нашем районе местными предпринимателями. Ну, здесь и Здесь- козелек, друзья, здесь и варенье, здесь и хлеб. Ну, Кто очень большое интересуется, спасибо. мог- Бигзур Ахмед, я обещаю по пути в Казань все это обязательно скушать. Ну, а самое главное, конечно же, что мы будем готовить, расскажите. Руслан, мы сегодня с вами будем готовить тыквенный пирог или тыквенный бялиш. Итак, мы начинаем готовить кабак бялиши. И вот это красивая тыква, я смотрю. Что за форма такая оригинальная? Руслан, это тыква сорта Бартран. Это Мгм. очень такая вкусная тыква. Вот Да. видите, напоминает музыкальный инструмент. Но очень Во-первых, похоже. Имеет какие-то мягкие женские очертания, эта тыква. Да, даже резать неохота, но Очень придется. сочная тыква, поэтому я беру вот эту тыкву для приготовления своего пирога. Вы Так. пока занимаетесь разделыванием Мгм. тыква. В это время я буду заниматься тестом. Мне, пожалуйста, посуду дайте для приготовления Так, теста. пожалуйста. Так, Из чего ну, готовим тесто в двух так. словах? Скажите, пожалуйста. Тесто. Тесто готовится, естественно, из муки Мгм. высшего сорта. Наливаю молоко, немножко добавляю воду, естественно, сливочное масло. Мы берем муку. Мгм. Так, молоко. Вот, пожалуйста. Молоко берем, наливаем Кстати, молоко. семечки вот у тыквы тоже можно кушать же, да, наверное? Можно, если посушить их. Так, берем воду, Мгм. наливаем воду. По вкусу добавляем соль, Мгм. соду добавляем. Бисмилля это замешиваем. Да, обязательно. Не, мне кажется, бисмилля рахман это к любому блюду подойдет. Конечно, И, Руслан, без всяких и сомнений. сделает его намного вкуснее. Вкуснее, да, полезнее. Так, Свия Закирзяновна, мы семечки потом отдельно обжарим. Их не Конечно. выкидываем. Они очень вкусные и полезные. Кстати, от тыквы такой прям аромат. Ароматная, сочная тыква. Скорее хочется ее попробовать. Давайте. Но красивая очень тыква. И вот в продолжении как раз темы то, что растет на муслимовских полях. Расскажите, пожалуйста. Руслан, у нас Муслимовский район преимущественно сельскохозяйственный район. У нас выращивается овес, рожь, Мгм. пшеница, горох выращивают у нас, сахарную свеклу.
Народ очень трудолюбивый. В сельских поселениях у нас, кстати, 19 сельских поселений. В этих сельских поселениях у нас народ держит скотину обязательно. Потому что То есть животноводство тоже развито? Животноводство тоже развито, да. Мясо-молочного направления у нас животноводство. Кстати, Руслан, в нашем районе очень сильно развито птицеводство. У нас есть такие известные в республике предприниматели-птицеводы, как Хамадишин Ирек, Шангараев Дамир Гусманович. Они у нас разводят кур, разводят гусей, уток. Продукция этих предпринимателей пользуется спросом у нас в республике. Мы находимся в фермерском хозяйстве «Чайка». Оно ведет свою деятельность в птицеводстве с 2002 года. Это передовое предприятие, оснащенное импортным оборудованием для выращивания цыплят-бройлеров, молодняка кур-несушек и производства инкубационных и столовых яиц. Встречает нас директор Дамир Шангараев. Здесь мы когда-то купили вот заброшенную овчарню. Она уже разваленная была, и крыши туда-сюда. Мы здесь начали строительство. Вот, восстановили корпуса, которые же негодные были. Экономику как бы подняли этого хозяйства. Потом начали вот строить новые корпуса. Вот уже мы потом посадили родительские стада кур. Посадили. Почему это мы решили вот так сделать? Потому что раньше цыплят мы завозили с Удмуртии, Екатеринбурга, то есть с других регионов. Вот после этого у нас идея зарождалась, то есть и поддержка государства, как бы, и поддержка нашего главы администрации. То есть, если сделаешь, давай мы тебе полную возможность. Зеленый работы, свет. Да, зеленый свет. То есть в этом году 50% наших фермеров обеспечили полностью продукцией, то есть цыплятами, инкубационным яйцом, и начали поставку эмбрионов. Это эмбрионы, вы знаете, для чего? Да? Эмбрионы это чтобы делают с нашего яйца, то есть там выделяется лантоксная жидкость, с этой жидкостью делают для детей всей России вакцины. Вот. Мы поставили на сегодняшний день Рязань, нашу продукцию, сочли, что это более качественная продукция, и вот нас поставили Рязань. Сколько человек работает у вас здесь? Здесь у нас работает 42 человека в общем. А это гусиная ферма Ирика Хамадишина. Эту гусиную ферму знают не только в Муслюмовском районе, а предприниматели, у которого лишь родительское стадо насчитывает 7 тысяч голов, наслышана почти вся республика. Работает хозяйство с 2005 года. Здесь установили современное немецкое оборудование. И теперь рабочий процесс автоматизирован. Кормление, поение, регулировку температуры в помещениях и вентиляцию выполняет компьютер. На ферме производство полного цикла. От инкубационного яйца до откормленных гусей. Сейчас мы находимся в инкубаторе, и в окошко мы можем видеть яйца. Буквально через месяц из них вылупятся первые гусята. Здесь идет подготовка к тому, чтобы в 16:00 принять первую партию маленьких гусят. И именно в таких условиях они будут расти. Ну а сейчас мы можем наблюдать маленьких гусят. Им всего лишь 4 дня. Каждый день они растут, и прямо здесь вот их кормят. Всего на птицефабрике более 5000 гусей возрастом от 1 года до 5 лет. Итак, мы нарезали нашу тыкву. Тесто у нас готово. Все готово у меня. Его надо раскатать, я так понимаю. Раскатаем. Что я делаю с тыквой? Так, что вы делаете с тыквой? Мы берем мою замечательную терку. Я тоже посмотрел, думаю, что за муслюмовский аппарат летательный. Так, можно прям несколько кусочков, да? Все, хватит. Вот столько. Закрываем. Нажимаем. И крутим, да? Вот так, да, и крутим. Ну, бисмиллахи-рахмани-рахим, проверим. Связь, Зикерзяна, мы продолжаем, и хотелось бы немножко о вас услышать информацию. Вы родились в Муслюмовском районе? Да, Руслан, я действительно уроженка Муслюмовского района. Я здесь уже живу всю свою сознательную жизнь. Не было никогда желания переехать в Казань, например, или в другой район? Нет, Руслан, никогда такого желания не было, хотя и дети у меня живут в Казани. Я люблю свое село, люблю свою работу. Но преподавателем Поэтому... вы сразу начали работать или как? У меня сначала я получила образование библиотекаря, потом закончила Елабужский государственный тогда педагогический институт. У меня специальность филология, учитель русского языка и литературы. И 23 года я проработала
в Муслимовском профтехучилище. Преподавала русский язык и литературу. А вот сейчас уже с 2010 года я являюсь заместителем директора по воспитательной работе Муслимовской гимназии. Кроме кабак бәліші, что готовите еще? Кроме кабак бәліші, ну, как татарка, я готовлю все наши национальные блюда. Это и бәліш, и ишпишмак, кастабай, тәбикмәк, манты. Полностью 100% татарскую кухню умеете готовить? Ну, да, умею. А все почему? Потому что смотрит все наши выпуски. Правильно говорю? Да, правильно И говорите, записывает все рецепты. Так, что делаем дальше? Руслан. Так, тесто мы раскатали Ага. толщиной в 5 миллиметров. Мгм. Вот такой пласт у нас появляется. Сейчас Так, будем собирать начинку. Мы продолжаем делать начинку для нашего беляша. Свия Закирзяновна, расскажите, пожалуйста, что, как добавляем, Так, Руслан, для начинки мы Здесь берем тыква вот у нас. тыкву. Туда мы ложим рис, который мы уже немного отварили. отварили, конечно. Мгм. Туда мы добавляем сливочное масло. Ага. Сливочное масло. Который на солнышке так уже подтопился, но для нас это только лучше. Это для нас как раз хорошо. Так, кто у нас любит очень сладкое, добавляют песок. Но у Мгм. нас тыква сочная, сладкая, поэтому мы добавлять песок не будем. Потому что, кстати, слишком сладкий беляш тоже это не очень. Да, мне не кажется. очень, да. Так, Так, перемешиваем. Ну и следующий мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про образование в Муслимовском районе. Как преподаватель, тем более. Руслан, у нас в районе 39 общеобразовательных школ. Вот я сама работаю в гимназии, Муслимовской гимназии, как об этом уже ранее сказали. В нашем районе для учебы созданы все условия. Замечательные базовые школы имеются. У нас организован подвоз учащихся из соседних деревень. То есть специально Де- автобусы ездят, да? Конечно, 9 школьных автобусов подвозят наших детей в наши школы. Дети у нас учатся очень хорошо, занимаются спортом. Для занятий спортом у нас созданы все условия, Руслан. Мгм. У нас действует спортивный комплекс «Юность», Это самого Муслимова. да, в самом Мгм. Муслимово. Так, у нас есть свой бассейн «Нептун». Дети посещают бассейн. Открытый, любят. закрытый? Закрытый бассейн. Круглогодичный? Там проходят все наши спортивные соревнования, Мгм. плавательные соревнования. Проводятся даже соревнования между соседними районами. И у нас очень много призеров республиканских соревнований. Это Это что касается среди- спорта. Среди школьников. То есть мы с гордостью можем сказать, что молодежь в Муслимовском районе и занимается спортом, и Хорошо замечательно учится. Да, да, Руслан. Вот так вот, У друзья. нас вот такие учащиеся. Мы можем только поаплодировать, и после небольшой паузы мы продолжим. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». После небольшой паузы мы продолжаем и готовим кабак бәліші. А помогает мне Свия Закирзяновна, преподаватель с 25-летним стажем, правильно? Правильно, Руслан. Очень нам нравится гостить Муслимова, но больше всего нам нравятся блюда, которые мы готовили в прошлый раз. Ну и сегодня, я думаю, тоже у нас будет очень вкусно. Сделали мы начинку. Начинка у нас готова, Так, Руслан. Э, Сейчас тесто я вам тоже готово. передаю. Основу нашего беляша Да, я перекладываю. да? перекладываете все. Но самый интересный момент, что вот мы нашу тыкву не порезали на кусочки, на кубики, да, а через терочку ее. И через вот так вот такая у нас оригинальная начинка получилась. Говорили мы сегодня об образовании, об замечательном районе. Вот учатся, занимаются спортом. А молодежи, вот когда уже они взрослеют, женятся, жить-то есть где, нет в районе? Руслан, действительно район застраивается. Ежегодно в нашем районе вводится 8 тысяч квадратных метров жилья. И вот, наверное, вы посмотрели наш район. Район действительно очень такой красивый. У нас в районе очень много изменений последние 2-3 года. Вот сейчас строят замечательную мечеть у нас. Вы, наверное, Мы, кстати, видели, сегодня посмотрели. проезжали. Она Откры- практически готова, можно сказать. уже. Да, в этом году будет открытие этой мечети. Аллажирса. Мы вас всех приглашаем на открытие. Это будет замечательное мероприятие, куда соберутся все татары соседних районов, и не только соседних районов, но и все республики. Да, мне кажется, и не только татары, потому что само здание очень красивое и будет такой визитной карточкой вашего района. Так, начинка у нас на месте. Крышечку. Сейчас, Руслан, мы с тобой закрываем крышечку. Давай я тебе покажу, как это все делается. Самый ответственный момент. Самый ответственный момент. Вот таким образом мы Мгм. защипываем края этой крышки. Сколько бәліш готовится в печи? Бәліш готовится час.
За один час достаточно? Да, достаточно. Кстати, одного некоторые вот часа. в такой бялеш добавляют изюм, курягу, чернослив. Да, это по вкусу, конечно, на любителя. Ну, у нас такой классический вариант. Вот я тебе предлагаю попробовать. Смотрите, получается, не получается. Но немножко получается, конечно. Но потом поправите. Немного надо учиться, Руслан, конечно. Ну, я каждую Я неделю думаю, учусь. после этой передачи вы будете замечательно готовить тыквенный пирог. Ну и пока у нас есть время, расскажите, пожалуйста, про промышленность Муслимовского района. Руслан, так как у нас район чисто сельскохозяйственный, у нас в основном предприятия занимаются переработкой продукции. Также занимаются оказанием работ и услуг, занимаются строительством. Среди таких крупных, с моей точки зрения, компаний у нас является производственная компания «Агромастер». Все уже наслышано об этой компании не только у нас в Республике Татарстан, но и за границей. А сейчас мы находимся в производственной компании «Агромастер», где выпускают вот такие уникальные посевные комплексы длиною 20 метров. Наряду с посевными комплексами-сеялками, почвообрабатывающей техникой, прицепами и комбайнами, производственная компания разработала и начала производство солнечных энергостанций, светодиодных светильников, каркасно-тентовых изделий и спецодежды. А вот это настоящий вездеход, машинно-тракторный комплекс. Все это сделано здесь, в Муслюмово, кроме кабины, которая изготавливается на заводе КАМАЗ в Челнах. А это гордость Муслюмовского района, трактор Т-360. Кстати, один из таких уже 2 года работает на местных полях. С виду это обычная «Газель», а на самом деле это современный электромобиль, созданный здесь же на заводе для внутренних нужд компании. И заряжается он очень просто, всего лишь с помощью розетки и 220 вольт. Также у нас есть Муслюмский завод сухого обезжиренного молока. На всю республику известное масло выпускает в нашем заводе. То есть, если подытожим, есть где учиться, есть где заниматься спортом, работать, жить. Да, И вот такой замечательный такие район. кулинарные творения творить. Сейчас мы украсим наш бялеш и отправим его в печь на 1 час при температуре 180 градусов. Для начинки натерли на крупной терке тыкву. В подсоленной воде отварили рис до полуготовности, смешали с тыквой и растопленным сливочным маслом. Тесто замесили из молока, воды, соли, соды и масла. 2/3 теста раскатали в пласт толщиной полсантиметра и выложили в смазанную растительным маслом форму для запекания. Заполнили начинкой, оставшееся тесто раскатали для крышечки. Сформировали белиш и отправили в духовку на 1 час. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. А у нас все готово. Я предлагаю сразу разрезать, бисмилля, этот наш красивый бялеш. Мне кусочек побольше. Тебе, конечно, обязательно, потому что ты сам готовил. Ага. Поэтому тебе самый большой Рахмет. кусок. Я себе тоже возьму. кусок Ну, пирога. все у нас готово. Вы знаете наши правила. Сами приготовили, сами должны попробовать. Поэтому и вы, и я. Бисмилла на Бисмилля рахман рахим. Вот прям настоящий татарский вкусный бялиш. Бигзур рахмет. Кстати, несмотря на то, что мы не положили сахар, очень даже сладким получился наш бялиш. Великолепный рецепт. Потому что у нас была сладкая тыква. Да потому что у нас еще и настроение хорошее было. Дорогие друзья, на этом наше путешествие в Муслюмовском районе подошло к концу. Вам большое спасибо за этот вкусный бялиш. Спасибо всем, кто нас здесь принимал. В Муслюмовском районе действительно есть на что посмотреть. Здесь живут замечательные люди, поэтому обязательно приедем к вам еще. Вам спасибо, Руслан, за то, что приехали в наш район. Действительно, в нашем районе есть что показать, есть что посмотреть. Поэтому мы приглашаем всех татарстанцев в гости к нам в Муслюмский муниципальный район. Приезжайте, не пожалейте. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю. Вас ждут новые гости, новые блюда и новые секреты районов Республики Татарстан. Сау болыңыз, пока-пока.
Aylanatın yaşlığında, birgeyim